В некотором царстве, в нашем государстве, на ровном месте, как на скатерти, жили Ванька с мамкой в слободке. Пошел он на базар, чтобы шапку продать, мамке пряников купить. Видит, мужик кошку Машку обижает. Мяу! 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 Вы по что животное мучаете? А я кошка, хочу мучаю. А продай, котейка. За шапку продам. Отдал мужику шапку, а кошку забрал. На следующий день понес он рубашку на базар. Стоит тот же мужик, собачку мучает. Мужик, ты по что собачку мучаешь? А тебе не нравится? Купи. Вот за рубаху продам. Вызволил Ванька и собачку Жужу белой масти, а дома есть нечего. Взял тогда Ванька пиджак с карманами и снова на базар отправился. Мужик его поджидает, змею мучает. Ты по что змею За мучаешь? пиджак отдам. С карманами, конечно. Забрал он и змею-скоропею. Собак да кошек покупает, а дома в рот положить нечего. Ругается мамка. Ваня, глубокое вам мерси. Говорит ему скоропея. Я змеиного царя дочерь. За мое спасение дарю тебе кольцо золотое, волшебное. Надел Ванька кольцо. Выскочили молодцы. Что, новый хозяин, надо? Вот и зажили они богато. У мамы платье желто, шляпа о 20 перьях, на Ваньке шляпа, калоши, новый пиджак с карманами. Любуется он на себя в зеркало и говорит: Мама, намеки излишни. Идите сватайте за меня царскую дочь. император с семьей чай пьют, харчей много. Не отдадите ли вашу Ульянку за нашу Ваньку замуж? Спрашивает мама. Пусть от нашего дворца до вашего крыльца предъявит мост инженерной работы из хрусталя. Отвечает царь. Надел Ванька кольцо, выскочили молодцы и за ночь все сделали. Проснулись Ванька да мамка в хоромах. Мост хрустальный стоит, и по нему машина с керосиновым двигателем ездит. Отправилась мамка к царю. Велели мост состряпать, так, пожалуйста, работу принимать. Жених кофе будет персонально. Усохни, моя душенька. Мост! А я пойду пошупаю. Бывает еще оптический обман зрения. Восхитился царь и приказал жене: Готовь Ульянку замуж. Садись в авто, кататься поедем. Да не полезу я на эту страсть. Упирается царица. Лезь, не срами меня перед державами. Свадьбу сыграли знатную. Да только у царевны Ульянки в заграницах ухажер был. Стала она у мужа выпытывать, откуда у него такое богатство. Так и сяк выспрашивает. Ваня, я ваш навеки. Кошка Машка расстроилась. Ванька-то Ванька, какую гангрену за себя взял. Про скоропейное кольцо волшебной Ульянки рассказывает. Ой. Уснул Ванька, а царевна кольцо вытащила, себе на палец надела и молодцам приказала: Возьмите меня в хоромах, да с мостом, да поставьте среди города Парижу, где мой миленький живет. Ваньку в тюрьму бросили за то, что мост украл, а кошка Машка да собака Жужа побрели до города Парижу кольцо добывать. Идут степями широкими, лезут горами высокими, так до Парижа добрались. Увидели машину с керосиновым двигателем да дворец с мостом. Залезла кошка Машка в окно спаленки и вытащила у Ульянки кольцо.
Прыгнули они в машину и без отдыху до самого дома летели. А Ванька кольцо на палец надел, тут же молодцы появились, он им и говорит: Мой дом с крыльцом и мост из Парижу на прежнее место поставить, а Ульянку вернуть родителям. Не жена она мне более, не жена. Ульянка тотчас в царском дворце очутилась. Царь забеспокоился, хочет себе чудо-машину и мост хрустальный вернуть, кричит: Ваня, вместо Ульянки даю другую дочку. Добавлю деньжат. Нам ваши дочки и даром не нать, и с деньгами не нать. Отвечает Ванька. Из деревни он взял себе жену, хорошую девушку. Свадьбу сыграли веселую. Собака Жужа и кошка Машка на ней главными гостями были.